יסוד ושורש העבודה, Chapter 11, איזו מקומן. אוקיי, у нас custom, утром на קורבנות говорим ריבון כל העולמים, אתה ציוויתנו להקריב קורבן התמיד. אוקיי, вот эти קורבנות. איזו מקומן, יעיין האדם בכתבי האריזל ויראה גודל מעלתה. Вот эти мишнайот, которые мы говорим, Ари Акадош приносит большие секреты, и беемет, чтобы тикун человек утром правильно сделал, он должен эзу мекуман обязательно говорить. שכל משנה ומשנה של פרק זה הוא תיקון בפני עצמו בעולמות העליונים. Каждая משנה в этих chapters, которые мы читаем, она свой определенный тикун делает в духовных мирах. לכן ייזהר לאומרה בהבנת פירושה ובמיתון. из-за этого надо его понимать и говорить правильно, медленно. בכלל הכוונות של כל הנזכר עד הנה ומה גם בפרק זה, generally, какой כוונה должна быть здесь, יכוון האדם קודם אמירתה של איזו עניין, человек должен כוונה сделать, прежде чем он говорит что-то. Про что надо думать? Я не знаю эти каванот. Про что надо думать? שבזה האמירה אני רוצה לעשות נחת רוח ליוצרי בוראי יתברך ויתעלה. Я хочу сделать נחת רוח, я хочу сделать тикун. Когда я говорю это, я хочу сделать тикун. В своих простых словах человек говорит, я хочу принести נחת רוח, чтобы было большое исправление в духовных мирах. ואזי בוודאי יעשה אמירתו רושם ותיקון בעולמות העליונים, тогда у него это будет, станет тикун. Конечно, мы уже говорили, как важно говорить «Вихинуам Адуна Элохейну алейну маасе едейну канана алейну маасе едейну кананеу», и когда мы это говорим после Шемихуд, мы делаем это кавана, что я хочу сделать, что все эти исправления случились. И когда у человека беемет, у него будет желание это делать, когда он будет замечать, сколько и вспоминать, сколько для него Ашем делает. Ашем наш Отец. Сколько для нас Ашем делает. Каждую секунду, каждое мгновение, каждый вздох-выдох. Что я могу для него сделать? Акадош Баруху поставил нас в этот мир, чтобы мы сделали наш тикун. Я хочу этот тикун сделать, Ашем. Самое меньше то, что я могу для тебя делать, я хочу сделать исправление в этом мире, как ты нам сказал, это делать через наших святых хахамим. Авшену яхол лехавен каванот Ари Акадош. Даже если человек не сможет все эти каванот делать, то, что Аризал говорит, ки рахамана либа бае. Ашем, что он любит, что он хочет наши сердца. Самое важное наши сердца. Самый важный человек говорит, я хочу. Если ты хочешь, я сделаю тикун. Ашем хочет человек, чтобы старался. Вот, Барух Ашем, мы сейчас изучаем эти секреты, мы изучаем эти каванот. Ашем is very happy. At least мы изучаем его, и мы стремимся этот тикун делать. Факт, то, что мы хотим его изучать. General кавана эзу мекуман. Значит, even though это не смотрится так глубоко, каванот Аризал, например, на Ана Бекоах, там тоже есть большие каванот. Это мишнайот, это не молитва. Из-за этого он говорит, just have кавана. Как это делает тикун? Это не твое дело, как это случается, но безрат Ашем, если человек один день удостоится эти каванот понимать, он поймет, как это важно. וכוונה זו של עשיית נחת רוח לבוראנו יתברך היא כוונה נפלאה ועצומה בכל העבודות. Запомните, вот эта кавана приносить нахат руах Ашему, это один из самых большой каванот, то, что мы можем делать. То, что мы можем держать на это кавана. Можете даже поставить свой, если у вас есть свой личный сидур, поставить слово нахат руах. Каждый, может быть, 20 pages. Чтобы мы просто себе запоминали.
в Амида, когда мы молимся. Какой самая главная кавана? Нахат руах. Я хочу сделать нахат руах Хашем. Что такое нахат руах? Как Раши говорит в Парашат Вайкра. Ишерех нихуах ла Хашем. Хашем, как-то что нахат руах, это что? Хашем говорит, делай, и мы делаем. И опять у нас приходит назад на нашу оригинальную идею, что когда мы приняли Тору, мы сказали «Наасе венишма». Мы будем делать, потом мы будем понимать его. Нахат руах леоцрену, я делаю нахат руах. Что такое нахат руах? Как это делать? Что это? Нахат руах что? Говорится, что ты делай тикун. А что такое тикун? Это потом будешь понимать. Если будешь сейчас стараться понимать и сказать, я потом буду делать, ты никогда не сделаешь. Мы начинаем делать. Я сейчас сделаю. Хахамим нам говорят делать, мы делаем это. Молча, без вопроса. Вопросы потом, как говорится. И это большая кавана, бифрат, баамират, тикуня, тифила, велимут, тора, душа. Тем более, когда мы делаем тикун, наша молитва, и когда мы изучаем Тору. Когда мы изучаем Тору, тоже большой нахат руах. Любая мицва нахат руах. Изучение Торы, это приносит Ашему спешл нахат руах, как мы уже учили. Because молитвы, мы что, есть восхваление и благодарение Ашему. А изучение Торы, это тоже очень большой тикун. אוקיי, גם בתוך אמצע התפילה או שבח יתעורר האדם אל הכוונה הזו, как я сейчас вам сказал, что in the middle of the молитва, в середине молитвы остановитесь и делайте вот это кавана. Я делаю кавана принести нахат руах Хашем. После этого мекоман наш минхаг читает Раби Ишмаэль. Раби Ишмаэль говорит, есть у нас 13 ways, как мы можем законы Торы их интерпретировать. Different ways of learning how to learn the law. Окей. ואחר ברייתא דרבי ישמעאל אומרים после этого мы говорим קדיש. וקדיש זהו גם כן מתיקוני התפילה הארי הז"ל. Вот это кадиш до ходу, это большой тикун в молитве. Кадиш дерабанан, мы говорим. И что мы там, нусах у нас, осе шалом. כן הוא הנוסחה בזוהר הקדוש פרשת תרומה דף קס"ט. тоже Зоар Кадош приносит это нусах. Осе шалом бимрумав убрахамав ясе шалом алейну, мы говорим. Значит, окей, это он приносит текст. Very good. Окей. Очень важно, чтобы мы одевали тефилин, когда мы одели наш тефилин, чтобы мы прочитали 4 парашиот, которые у нас есть в тефилине. У нас в тефилине есть 4 параграфа, то, что в Торе связано с тефилином. Ваяим Шамоа, Шма и Ваяим Шамоа, первый, Шма Исраэль, Ваяим Шамоа, первый параграф, Шма, второй параграф. Кадеш Ли, это парашат Бо, Кадеш Ли Кол Бахор, Ваяки Явеха, вот эти два из парашат Бо. Это у нас внутри в тефилин, поговорите там про тефилинов. Им ло амар адам парашат Кадеш, Ваяки Явеха, Текав Ахар Анахат тефилин, если человек сразу же, когда он одел тефилин, не сказал Кадеш Ли, если осталось им шер бацмо шелуй ахер тфилат ацибур, если он знает, что он не пропустит молитва с миньяном, как вы имеете в виду, он с Шмонесрей зайдет вместе с ними, скажи вот эти два параграфа до Барух Шамар. Почему? Как человек Барух Шамар сказал, он не имеет права другие вещи читать. Все уже с Барух Шамара, другой ничего нельзя читать. А почему мы эти 4 параграфа говорим?
Так это говорится 4 параграфа в Тефилин в нашем в Торе насчет Тефилина. Микодом йомар кан кадеш вая киевеха убекриат шма йомар шма вая им шаво. Значит, сперва говорим кадеш, потом вая, а потом он все равно скажет шма Исраэль вая киевеха. А если он хотя бы скажи эти два, потом все равно Шма Исраэль вая, мы все равно скажем молитву. Машенкен им йомар аште парашот кадеш вая киевеха ахар тфила ло йомар ала седер. Что если он скажет после молитвы, он не сделал его по порядку. Порядок какой должен быть? Порядок должен быть, как мы сейчас сказали, вая, кадеш ли вая, шема и вая им шамо. А если он кадеш ли не сказал вначале, он сейчас наоборот что сделал. Сказал он сперва шема, вая им шамо, а потом после молитвы кадеш ли сказал. Не пойдет это. Это так не пойдет. Лучше так не делать. Шамати. Адкан тикунет флот шел олам асия. Сейчас мы прошли тикун, который мы делаем. Молитва. Это мир называется асия. Значит, еще одну вещь можете поставить в своем сидуре. Сначала акеда поставьте наверху слово асия. До барух шамара, до вот этот хай можете, до ламнацеха, там это все асия. С барух шамар напишите наверху, где барух шамар начинается, Йицира, олам Йицира, мир Йицира. Есть у нас 4 мира. Отсюда берет Йицира асия. Асия это самый низкий мир. Аншей Кнесет Гдола, наши Аншей Кнесет Гдола, они, значит, сделали текст, что it's corresponding Биркот ха-Шахар, это корбанот, асия. Псуке де Зимра, вот эти псуким, которые, это псалмы Тилима, Йицира. Криат Шема и его благословение, это мир Брия, создание. Шимонесре это самый высокий ацилют, самый как бы близость. Там connection to Hashem's light in the Olam Atzilut is on the highest level. И каждый из уровней это делает специальный тикун в наших духовных миров. Чтобы что? Чтобы Хашем мог спустить шефа через эти миры. Как бы мы поднимаем, мы как бы делаем тикун. Это вот, скажем, чтобы человек, скажем, чтобы он, скажем, он строит себе 4 этажа. Такой машал. Значит, ты хочешь, чтобы у тебя в эти этажа там занесли мебель, чтобы у тебя там все почистили, чтобы у тебя там покрасили, что сделали тикун. Что тебе надо сделать? Сперва тебе надо очистить это место, приготовить его. Значит, когда мы, вот эти 4 мира, когда мы делаем тикун асия, это первый этаж, это все очистил там, все приготовил его, а сейчас уже будет туда приходить шефа. Сейчас то, что нужно туда, что пришло, придет. После амида мы вот это шефа будем получать. Чтобы эта шефа там была, мы должны приготовить это шефа. Окей, продолжаем мы chapter 12. Это опять у нас Есод вешореш авода. נעים זמירות מלך ישראל כשהשיג ברוח קודשו גודל מעלת ותיקון התפילה, когда наш святой певец Давид ה-Мелех, сладкий певец наш Давид ha-Мелех, он через Руах ха-Кодеш, он понимал ценность молитвы и его тикун. Вайхи кирото шебне адам мезальзелим бо, и он видел, что люди,
они будут относиться к молитве очень легкомысленно. Дибер беруах кодшо умилато аль-шано лешон хахамим марпе. Он вот эти все слова говорил через Руаха Кодеш, и эти messages, то, что он говорил, это приносит лечение, слова мудрости приносят лечение. Имеется в виду, тикун делает. Симу левавхем лехол атов аху шибадетем. Значит, pay attention, все добро, то, что находится в нашей молитве. Веамар керум зулут ливне адам. В Теилиме говорится, что такое керум зулут. Людям, говорит он, хахамим наши объясняют, Гемара Брахот, 6 страница, Гемара говорит, Деварим шеем омдим берумо шел олам, убне адам мезальзелим бахем. Это говорит вещи. Керум это слово берумо, это в мирах. Вещи, которые стоят на самом высоком месте, но люди относятся ему легкомысленно. Здесь в этих два слова керум зулут хахамим объяснили, что Давид ха-Мелех хочет сказать. Что Давид ха-Мелех здесь говорит, что unfortunately люди они не понимают, they not appreciate, что находится на самых высоких уровнях молитвы. They don't appreciate it. И так как они не appreciate, since they not appreciate, они относятся очень легкомысленно к молитве. Ведь колзе раити венатати элеби, я хотел, я вижу это, говорит автор Исод вешореш авода, терем ахила ледабер аль шара тефила векаваната, прежде чем мы будем объяснять the rest of the tefillah, мы принесем учение Зоара Кадош и Тикуне Азор. Он очень много приносит от Зоара Кадош. I think it's one of the few books, где мы видим часто Зоара Кадош. Он приносит очень много, because Зоара Кадош насчет молитвы много-много приносит. Молитва это делает большой тикун. Перек текуа альпа бина бегодель малат ветикун от фила баоломот аилуним. Опять Зоара Кадош он приносит, чтобы мы могли дать важность молитвы и что они делают в духовных мирах. Говорит Зоар Кадош, если я, говорит, начну говорить, it's too much, будет очень, it's approximately 120 sources, говорит, есть на вот это важность молитвы в Зоар Кадош. И так как it's too much, я принесу самый такой смак, где описывает важность, importance молитвы и какие это тикуним делает. כדי לעורר את האהבה עד שתחפץ לבב אנוש כערכי לבוא אל שיעור שיבוד כוונת התפילה יהיו נכונים. Чтоб что у нас было inspiration, чтобы мы молились правильно. Годель Ават Акицур, because I want to do it, я люблю, как говорится автор, I like to do everything like to the point. I try to be to the point. ופרקו נאה היה לעמידו בין הפרקים הקודמים טרם ביאורי התחלת התפילה. Конечно, надо было это нам раньше сказать. Ах, эн мавсиким бен апраким. Not to make interruptions. Мы вначале начали с Олама Асия, сейчас остановились в важность молитвы. כי דרך הילוכו הוא קרב לגשת אל הקודש סדר הנאות בעשייתן לעבודות השמורות. Когда мы учим молитву, сперва мы делаем по порядку. כל אלה חברו אל עמק שווה בלי הפסק בינתיים.
Хаташлум тикун тфилат олам асия. Закончили мы олам асия. Ваи ашар лизгор. Амарти кол мин ден симхо лана ласот ло симхот бесиграт ашар азе. So, прежде чем мы закончим этот chapter, это ворота, just a little bit boost важность молитвы. Говорит Гемара, how important prayer, how important it is to pray. Годел малат התפילה דרך כלל הובאה בגמרא. גמרא приносит брахот. אין עומדים, брахат, 32 этот страница. Ама Раби Элазар, годель тфилат йотер мемаасим товим. Раби Элазар говорит, молитва выше стоит, чем деяние хорошее. Шен лиха годель мемаасим товим, ке Моше Рабейну алейхи шалом. Откуда мы это знаем? Не было человека, который имел хорошие поступки, как Моше Рабейну. Афилу ахи ло наана эла битфила кедихтив. Несмотря на это, он не смог зайти в Эрец-Исраэль по его хорошим поступкам. Только у него ответ получился через молитву, что Ашем должен был остановить его. Что Ашем, он не полагался на свои деяния, сколько он вещей сделал. Ямсуф, он вывел их. Что это значит, что он еврейский народ вывел с Египта? Это такой большой схуд. Ямсуф, Крият Ямсуф. В пустыне сколько его схуд у него был там. Несмотря на это, Бог ему за это не дал зайти в Израиль. Когда он начал молиться, Ашем его остановил. Почему? Молитва, она могла бы пробить все. Амар Раби Элазар, говорит, тфилат йотер, микола корбанот шенеймар. Раби Элазар продолжает говорить, что молитва, она сильнее, чем корбанот. Как говорится в Ешая. Зачем мне нужен ваши корбанот, говорит Ашем. И потом после этого говорится, когда вы открыли свои руки в молитве, я спрячу свои глаза от вас. Имеется в виду, что Ашем насчет молитвы, Бог не говорит, что я вас отталкивал. Гемара Брахот еще продолжает говорить насчет важности молитвы. Везело, что на Зоар Кадош, Парашат Ваихи, Зоар говорит о Хазе, Корбар наш, Даате лемифлахле лекуча бриху, любой человек, который хочет служить Всевышнему, бецафра офанья баэ лемифлахле лекуча бриху, он должен это делать утром. Бецафра кацалик нехора, когда утром нецахама начинается у нас хесед. Кеден баэ барнаш литкашара биямина лекуча бриху, он должен соединиться с правой рукой Ашема. Имеется в виду, право это хесед. Открывается утром Авраам Авину кенегет хесед. Авраам Авину кенегет сифра хесед. Велимифлах каме бефулхана дицлота. Serve Hashem through тфила. Как человек это делает? Как он приносит добро? Как он приносит свет добра? Begin дицлота ахсен тукфа лаэла. Because the prayer, что делает молитва, она пробуждает силу в небесах. Имеется в виду, Ашем мерит, что in order for, чтобы спустить хесед, мы должны что-то сделать. Что мы делаем? Молимся. Вамших бирхан меумка илаа лекульхо алмин. Что принести браха с самого высокого места. Что это? Сфера бина? Все миры? Умитаман амших бирхан летатае. И принести браха ниже и ниже. To the physical worlds, to the lower worlds. Ваштаху илаин ветатаин мидбархин баху пульхана дицлота. Чтобы верхние миры и нижние миры получили свое благословение, свой шефа. Чтобы хесед,
который у нас утром, пришел этот хесед, мы это делаем тикун нашей молитвы. פולחנה דצלותה דקה באי ברנש למפלח קמא קודשה בריחו בשמחה בריננה לאל хлала. Человек из-за этого должен молиться молитву перед Всевышним с радостью, с песней, чтобы включать этот тикун. Это один source Зоар. Парашат Ваихи. Другой source. Бдав Реш Нун, page 250, Зоар Акадош, Хашта де Курбана Лаит Авид. Так как сейчас у нас нету корбанот, целота де Варнаш, Итар Шелиму Леэла Ветата. Человека молитва, она делает исправление в мирах. Биберхата деварех уча бреху мидбархин илайн ветатаин. И через это браха, которую он говорит, которую он благословение делает, произносит слова благословения, восхваления, верхние, нижние миры получают благословение. Валда бицлота де Исраэль мидбархин алмин. И через наши молитвы все евреи получают благословение. Ман де миварех ле лекуча бреху идбарах. Ман де ла миварех ле лекуча бреху ло идбарах. Человек, который говорит эти брахот, он приносит себе благословение. Человек, который не говорит, он не приносит благословения. Адау дихтив ки мехабедай ахабед. Те, которые меня будут уважать, я буду их уважать. Значит, как уважать? Человек, который приходит молиться, что? Барух, чтобы принести благословение. The theme is, что когда мы молимся, Биркот Криат Шема, браха, приносит браха. Барух Шамар, браха. Иштабах, там тоже барух есть. Амида, барух. Это значит, все вот эти барух, что? То, что мы благословляем Всевышнего. Но, что мы осознаем, что Хашем, я хочу соединиться с браха. Что такое браха? Барух ата Хашем. Вся браха от тебя. Хашем, ты браха. Значит, ты меня осознаешь, если ты меня осознал как источник брахот, ты теперь активируешь эти брахот в верхних мирах, и они спускаются ниже, ниже, ниже. Так говорит Зоар Акадош. Другой Зоар Акадош. Зелошоно бепарашат пикуде, парашат пикуде. Хаверим макшивим леколech ешми'ini. Закаинину цадика яд яд эйли садра лецолота дукон яуд. Счастливые цадиким, которые знают, как делать тикун через молитву. Бегин дехад хай целота шарата листалка. Чё? Когда молитва начинается, is going down up. Или пируш малхин мана салкин бай целота. Есть ангелы, которые с этой молитвой, то, что мы молимся, то, что мы выговариваем, она ангела вместе с этой молитвой поднимает. ועלין בכל עינון ריקין, בכל עינון החילין, התרעה דתפתח עילאה. И что она вместе через эти хехалот, через эти духовные chambers, молитва идет наверх. ועלה תהי צלותה כמי מלכה להתעטרה במד יתמר. И тогда эта молитва идет и делает crown for Hashem. Whatever that means, I don't know, don't ask. Так זה. כל עינון דמצלן צלותין מקדשין למרהון ברעות השלים. Каждый, который молится от души Хашему. Хай целота бая мего махшава лафака ла урута дерута милен шелим. Молитва должна она выражать в их мыслях кавана, не просто так говорить. Желание должно быть от души, чтобы слова говорил правильно.
Почему это все делает тикун? Мы должны все говорить правильно, чтобы все было как по порядку. Ох, ден, иткада, шемеку декуча бреху, чтобы осветить имя Всевышнего. Хадматан, легабе, илен, хаверин. כולהו נטלה להיא צלותה, ואזלין בהדה עד אחד רביעה בהוא פיתחה. Эти ангелы, они поднимают эту молитву на 4-й хейхал. Бегин ицтарих левар наш леварха лекуча берху лацлоте цлотат кидат яут. Чтобы это случилось, он должен молитву благословения эти говорит. Бегин итбарах. Шеме кадиша, чтобы все принести благословение. Бегин димна бирхан ме'алма. So the bracha should not be withheld. Зор говорит, so כן, וגין לימדה ברכה נבעל, ואח העיד בסיטר דקודשה, עד כאן לשונו בקיצור. אוקיי, это он еще один source приносит Зоар הקדוש. וזה לשונו פרשת ויקל, צלותן דברנש דדחיל למראה, человек, который делает молитву, молится он with fear, ира. ועד כן תיקונה לאלה במה להוקמוע. Делает он тикун в духовных мирах, как мы уже сказали. Бекадмита, беширин, витушбахан, декамар, малахин, илайн, эла. So, okay. Баху сидура дедушбахан, декамар, летата. Иу кашитан, значит, через эти молитвы мы поднимаем шхина. И как бы делаешь так, чтобы тикун стал шхина. Мы работаем шхина. Бай барнаш лишава лебе рута лекавна бехол хани тикуним сидур целотан. Бекавана, если он это все делает. Пумель велибе рута кехата, сердце вместе с его словами делает unification. Вид барнаш и хавен либе урует лехол да, если он делает кавана, кеден куча береху каре ле шалом летата. Ашем говорит шалом этому человеку. Внизу. Кемадат амар викралу Ашем шалом. Шалом вихол йомой ахи каран. Ле леэла шалом. Это шалом. Что такое шалом? Это делает тикун. И у него тайтл шалом. Почему он делает баланс в духовных мирах, высоких мирах? Векад исталага у барнаш мехай алма, когда человек уходит с этого мира. Нишмете салка увакаа бехол инун ракиин велет манди мехабе. Его душа, она будет идти выше и выше, на самом высоком месте, и никто не сможет его остановить. Нечистый ангел ничего не смогут сделать. Викуча бреху кареле вамар Хашем говорит яво шалом. Иди, приходи шалом. Что же шалом? Что он делает шалом? Ушхинта амра януху аль мишкевотам. Он делает так, что шхина is gonna rest with him. Вифтехун ле телесар турель да афар самона дахья. Он получит 30 hills of pure balsam. Такой oil, такой, это символ духовное наслаждение. I guess this is one of the best smells. So he's gonna get very special reward. Вот даф реш алеф, патах амар, вемр ли авди ата. Рав Йоси говорит, you're my servant, ахи бицелотата вай барнаш, лецелота камилю куча бреху. Когда человек благословение делает Ашему, Дию Пульхана Хада, Раба Викара Минун Пульхани Немаре is the biggest service. Ит Пульхана Ликуча Бреху. The biggest service через молитву. Опять видите, он говорит, мицвот через actions, тфилин. Very good.
бедикут, вид пулхана дикуча бреху, дию пулхан пеними ятир дию керагула. Есть еще глубже, когда человек делает это с кавана и выговаривает словами. Целота варнаш и пулхана де руха. Это сервис, что выражается через его сердце. So therefore, we see over here many sources, как человек делает большой тикун, когда он молится правильно. Здесь остановимся. Барух Адонай леолам. Амин.